Так, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Доброго вечера, дорогие друзья. Мы продолжаем наш сегодняшний эфирный вечер. И вот, как мы анонсировали, будет у нас разговор на троих с уважаемыми Русланом Кутаевым и уважаемым Мухиддином Аке Кабири, который является одним из лидеров таджикской оппозиции. Давно у нас не было такого трио. Но вот время настало, и события есть, которые необходимо обсудить, посмотреть, проанализировать, возможно, дать какие-то напутствия, насихат, как говорят у нас в исламской среде. Ну, тем более, что наши уважаемые эксперты, люди образованные, опытные и имеющие хороший общественный капитал. Приветствую вас. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Мухаддин, Руслан, приветствую вас. Очень приятно сегодня с вами находиться вот в этом виртуальной студии. Спасибо. Ну вот события, которые произошли в Сирии, они по-настоящему всколыхнули весь мир. Мы видим, что представители крупнейших держав уже дают как бы свой омаж, свое добро на то, чтобы назвать новую власть законной, легитимной и готовы с ними работать. Вчера еще, как известно, их называли всякими нехорошими словами. А сегодня само взятие власти говорит за себя. То есть пока ты в оппозиции, тебя пинают, как только ты становишься властью, Мухиддин Аке знает это лучше нас, ты уже как бы в совсем другом свете. И вот я бы хотел у вас спросить относительно того, как вообще урок революции в Сирии, который растянулся на 13 лет, но в течение 13 дней, кстати говоря, вот в течение этого блицкрига завершил то, что когда-то было начато. Как оно может отобразиться в виде каких-то идей, вдохновения или политического действия вот в нашем случае в освобождении наших народов? Говори, Мухаддин. Так, я начну тогда. Всегда Хорошо. меня вперед по старшинству. По младшему да, давайте. Руслан, да, если по принципу старшинства, давай, начни ты. Да не, я уступаю молодым, говори. Хорошо. Поскольку Руслан назвал тему, по тему, какие уроки для Таджикистана, давайте тогда я начну. Знаешь, вот, Руслан, то, что ты заметил вначале, что недавно еще, буквально пару недель тому назад их назвали террористами и преступниками, сейчас риторика меняется. Это первый урок. То есть надо это извлекать урок, что не надо сейчас смотреть налево-направо, кто как нас называет и вообще какая у них сейчас какие интересы. Если ты силен, если у тебя есть цель и ты идешь к своей цели и добиваешься, самое главное, то завтра, сегодня называют тебя террористом, завтра могут объявить тебя другом и иметь с тобой самые хорошие отношения, как сейчас мы видим в Сирии. Сейчас я не скажу, что государства, которые вчера назвали их революционеров террористами, они стоят в очереди. Нет, пока такого нет, но практически у всех есть желание выстраивать новые отношения с победителями, включая даже Россию. И Россия еще, по словам российских экспертов и чиновников, Башар еще находился в Дамаске, а Лавров был в те дни в Дохе, в Катаре, и они уже начали выстраивать отношения с будущим правительством. То есть начали договариваться, какие взаимоотношения будут. Это первый урок. И второй урок, конечно, меня вот лично удивляет, при этом положительно удивляет гибкость, которую они проявляют.
новое правительство, вообще Хаят Тахрир Шам, это как раз то, что все силы сопротивления, особенно исламские силы сопротивления везде, не только в Таджикистане, но и в постсоветских государствах и в других регионах, они должны научиться, как быть гибким и не побояться того, что вот вчера у нас были одни лозунги, одни, скажем, ценности, а сегодня ситуация меняется, окружение меняется, цели и задачи меняются. Конечно, основная цель не меняется, поскольку это уже нечто другое, это создание государства, где все могли бы жить в этом государстве как равные граждане, а об этом как раз и говорят революционеры в Сирии. Но подход, как подойти к этому, как добиваться этого, все зависит от ситуации. Вот та гибкость, прагматизм, который они показывают, это действительно для меня, я считаю, что это, наверное, одним из главных уроков, которые мы могли бы приобрести и использовать. Ну, пока у меня для начала вот что я хотел сказать. Спасибо. Сланбей. Мухаддин действительно правильно говорит. Прежде всего, мы должны отметить, что во всем мире есть понимание. Понимание, что какая-то сила по достоинству проявила себя силой и пришли к управлению государством. Сирия непростая страна, геополитически в этом арабском Востоке Сирия занимает очень интересное место. Пожалуй, для нас, людей, которые борются за свою свободу, и особенно людей, исповедующих ислам, здесь очень нам интересно поведение вот этой группировки, которая и возглавляла вот эту войну. Я хочу, чтобы у зрителей было понимание. Дело в том, что эта группировка, проживая в Идлибе, они имели правительство, они имели управление, но в то же время там проживали и какие-то группировки, этнонациональные группировки. И эти группировки, они подчинялись, скажем, какое-то время надо пойти охранять границу. Эта группировка, чеченская группировка, там и другие национальные группировки, им говорят, вот от 66-го километра до 84-го ваша территория вы должны взять под охрану. Они идут, берут под охрану, они четко выполняют указания, но вот эти группировки, они со своим уставом, своим внутренним положением существовали. Сейчас у меня там ежедневно, буквально на дню по 40 раз я созваниваюсь, мне звонят, я звоню, я в курсе всех этих событий. Сейчас они правильно делают, поставили вопрос. В тех условиях это было возможно, в этих условиях должно быть единое правительство, должно быть единое начале, министерство, ведомство, общие законы. И это тоже правильное направление движения, построения или воссоздания государства. В данном случае я бы сказал построение, потому что надо будет менять весь механизм, который Асад, его отец, извращенно построили в Сирии. Мы с Русланом Мухаддин говорили до этого, и фактически мне действительно было приятно, когда мы рассуждали, каким в идеале было бы хорошо, если бы они себя повели бы, когда я говорил, что им нужно прежде всего объявить, что они обеспечивают безопасность, что они не будут там преследовать, прежде всего объявить соседним государствам, что они для них не представляют опасности. И все, о чем я говорил, было бы хорошо, чтобы вот таким образом они выстраивают свою политическую доктрину, они так и заявили. То есть, что я хочу сказать? В равной степени, Мухаддин, мы с тобой, иншаллах, друзья, мы очень хорошие друзья, я знаю, и твои какие-то потаенные мысли. В равной степени ты мыслишь именно такими категориями. Являясь лидером исламской партии Возрождения, ты мыслишь именно такими категориями.
Для чего это нужно, уважаемые зрители? Это нужно для того, чтобы прежде всего мы, люди, которые должны умереть и обязательно предстать перед Господом миров, мы должны обеспечить безопасность людей. Мы должны обеспечить не только безопасность мусульман, но на той территории проживающих и других людей. Мы должны обеспечить безопасность наших соседей. И когда вот мы выстроим вот такие отношения доверия, почему вот сейчас мир в принципе, вот я и начал с того, что отнеслись с пониманием, потому что прежде всего было объявлено, что они не представляют никакой опасности для окружающего мира. И что они обеспечивают безопасность для проживающих внутри Сирии и никаких преследований, беспредела, скажем, малочисленным народам, людям, исповедующим другие религии, нет. В равной степени это касается нас всех. И это ни в чем и нигде не противоречит нашей религии. Это и есть демократические институты. Некоторые люди, которые так, обрезанно, недопонимают, знаний отсутствуют, общие знания, они пытаются представить так или иначе в извращенном свете. Вот здесь еще раз хочу мне это повторять. Мне нравится, это приятно, понимание, политическая зрелость. Кстати, я у кого-то там был, об этом тоже в эту параллель проводил. Посмотрите, талибы первого разлива и талибы второго разлива. Кстати, тоже, будучи экспертом, я говорил, талибы нет, вы ошибаетесь, талибы это уже другие. Они не полезут никуда, ни в Таджикистан, ни в Узбекистан. Это люди, которые будут прежде всего заточены, чтобы укрепить свою страну, обеспечить безопасность. О чем это говорит в сирийском, в талибском варианте? О том, что эти люди, существующий мир, существующую действительность, они осознают правильно, адекватно, и они выстраивают линию своего поведения согласно вот той ситуации, которая существует в мире. И я думаю, это очень здорово, очень хорошо. Действительно, это для нас является хорошим уроком. И ведь они нигде не отказываются от своих ценностей, своих национальных ценностей, религиозных пристрастий. Это все соблюдается, это все остается у этих народов. Но они в то же время понимают, что мир состоит такой большой геополитический, скажем, рисунок, где есть очень много и других интересов. И последнее, мы не должны давать нашим врагам оснований для того, чтобы они без нас, за нас домысливали какие-то наши шаги и пытались нас обвинять в чем-то, в чем мы не намеревались сделать. Поэтому нам надо очень правильно формулировать свои действия, свои задачи. И когда мы вот в таком понятийном, в таком понятии мы будем выстраивать рисунок своего поведения, тогда мы и не оставим места для наших не только противников, даже и откровенных врагов. Я думаю, Сирия, по крайней мере, движется сейчас в правильном направлении. Имеется в виду оппозиционная власть, которая сегодня контролирует Сирию. Да, однако вот нынешняя революция продемонстрировала уникальное явление взаимодействия различных, как сказал Руслан, этнических групп. Там и таджики, там и узбеки, и чеченцы, и татары, и сирийцы. То есть они все участвовали вот в революции и сейчас готовы на, так сказать, уже мирной основе строить вот это вот пространство. То есть мы увидели, что с одной стороны и мусульмане, и окружающие люди, которые видели эту несправедливость, они пришли на помощь для того, чтобы освободить эту священную для мусульман территорию Шама от семьи Асадов, от этих тиранов, которые не являлись даже мусульманами. При этом вот очень сложный регион Центральной
Азии, где тоже переплетения очень серьезные и диктаторские режимы, которые опираются в том числе на Москву, так же, как и Асад опирался, да, до последнего на режим Владимира Путина. Я смотрю, что очень многие люди, в том числе таджики, воодушевились тем, что это дает какой-то шанс, какую-то вот политическую перспективу, что режим, условно говоря, Рахмона может пасть тоже в одночасье, как мы увидели в Сирии, даже не найдется ни одного или там 5 человек, которые там выйдут и скажут ему Али Рахмон, наш президент, там, Папешт, и как бы. Вот это ощущение того, что революция – это особое явление, может каким-то образом сподвигнуть людей на какой-то протест, на какую-то вот совсем другую политическую деятельность, на ваш взгляд? Знаешь, Рустам, вот уже неделю таджикская часть интернета просто бурлит, и не только воодушевление таджикской оппозиции, но и власти бьют тревогу. Вот я читаю, наблюдаю за поведением провластных пропагандистов. Они пишут не меньше тех ребят, которые заинтересованы в революции. Они как раз не указывают на ошибки Башара Асада вообще в верхушке Сирии, которые привели к этим революциям, к изменению власти. Они обвиняют, как обычно, зарубежные государства, что это дело рук зарубежных государств. И ситуация в Сирии будет еще хуже, чем в Ливии, в Сомали и так далее. То есть они этого как раз и хотят, чтобы ситуация настолько ухудшилась, чтобы у них был аргумент, алиби, для того, чтобы потом сказать, что вот видите, любая революция, любое изменение в исламском мире приведет к ухудшению ситуации. Поэтому все мы, не только таджики, я думаю, что все в исламском мире, все мы заинтересованы в том, чтобы мир поскорее вернулся в Сирию. И мы наблюдали, увидели этот результат этой революции, что новые власти в Сирии, причем это происламские силы, они этого не скрывают, все об этом говорят. Это как раз будет тем примером, что дайте исламским политическим силам возможность проявить себе, они могут ошибаться, они могут допустить какие-то ошибки, но в конечном итоге они такие же нормальные, прогрессивные силы, которые хотят мира и процветания своих народов и своих государств. И мне вот что нравится вот пока на сегодняшний день в поведениях вообще не только после падения режима Асада, но еще до того, неделю, которую они за неделю взяли Алеппо, дальше до Дамаска. Почему сирийский народ, включая и друзов, алавиты, курды, все представители всех народов и меньшинств Сирии, они не чувствуют себя оккупированными или захваченными какими-то иностранцами. Хотя, Руслан, ты правильно заметил, что в составе оппозиции были таджики, чеченцы и представители всех народов, которые убежали от своих тиранов, диктаторов и находили пока убежище там. И почему нет такого настроения среди сирийцев, что вот понаехали, как мы обычно слышим в России по отношению к мигрантам? Я думаю, что вот Хаят Тахрир Шам, они, когда начали эту операцию, они очень умно поступили. На первый эшелон, например, когда они взяли Алеппо, потом дальше пошли Хаму, Хумс и Дамаск, когда они готовят операцию для взятия освобождения города, первый эшелон – это выход из этого города. То есть даже они, первая линия не идет на атаку, жители, скажем, когда они берут Хумс, жители там Дар'а или Хама, они находились все время на второй линии.
Почему так они поступили? Для того, чтобы местные жители, они, услышав акцент, диалект или говор своего земляка, односельчана там из одного города, чтобы у него не было чувства того, что кто-то чужой забирает у него дом или улицу и так далее. И наши мигранты, вот таджики, чеченцы, кто бы там находил, узбеки, они по рассказам ребят, наверное, Руслан, вы тоже об этом слышали, они всегда были на третьей линии, они выполняли какие-то вспомогательную функцию, логистику и так далее. Там только когда есть необходимость какой-то крупной операции, где нет местных жителей, а есть уже военизированные группы со стороны Башара Асада, тогда, да, эти ребята подключались. То есть такой подход говорит о чем? Говорит не только о прагматизме политического руководства, это говорит о зрелости военного руководства. Когда они готовят операцию, они даже до таких деталей они стали учитывать эти моменты. Поэтому я, вот, учитывая все эти моменты, как они готовили эти операции, как они вообще сейчас ведут себя по отношению к соседним государствам, меньшинствам и так далее, у меня лично такой стойкий оптимизм, хотя надо подождать еще, надо дать времени. Я очень надеюсь, что, проявляя гибкость по отношению к соседним государствам, вообще к миру и по отношению к меньшинствам в Сирии, они продолжают вот эту стойкость по отношению к внутренним силам. К чему я веду? Поверьте, для политического лидера стоят или выдержат критику, выдержат давление как извне, как изнутри, очень сложно, особенно давление изнутри. Я не исключаю, что сейчас на фоне провокаций, которые проводятся в Сирии, посмотрите, только за неделю более 500 воздушных атак со стороны Израиля. И надо иметь такую выдержку, не отвечать, не проявлять какую-то агрессивность и не менять риторику по отношению к Израилю, по отношению к другим государствам. Почему я об этом говорю? Я уверен, что давление, если будет, ситуация будет продолжаться, давление изнутри будет расти. Почему сегодняшнее руководство Сирии не отвечает на провокации, на воздушные атаки Израиля, например? И я думаю, что тут можно выстоять против давления извне, но выстоять против давления изнутри не каждый лидер на это способен. Я очень надеюсь, что сейчас не только сирийский народ, особенно оппозиционеры, поймут политическую обстановку и не будут требовать от сегодняшнего руководства Сирии то, что невозможно сейчас выполнять, но очень надеюсь, что такие государства, как Турция и Катар, которые считаются, скажем так, партнерами нового правительства, но и европейские государства, США, они будут делать все для того, чтобы Израиль прекратил воздушные атаки на Сирию, таким образом снизить давление на новое руководство и дать возможность новому правительству заниматься тем, чем они обязаны сейчас заниматься. Это обеспечит не только безопасность, но и обеспечит сирийский бедный народ, который страдал за все это время от коррупционной системы Башара Асада, чтобы экономическая, социальная жизнь, она возвращалась. И тем более, что сейчас, если вернутся мигранты, не только внутренняя миграция, насколько мы знаем, Турция уже собирается отправить обратно домой сирийских мигрантов, и Австрия, европейские государства уже приняли решение возвращать сирийских беженцев. Новое правительство Сирии, она должна быть готова к новым вызовам, а основные вызовы – это внутренние вызовы,
Но вот такое поведение со стороны Израиля, со стороны других государств, я очень надеюсь, что Иран тоже постепенно будет менять и риторику, и свою политику. И таким образом у нынешнего правительства появляется возможность заниматься внутренними проблемами. От этого выиграют все. Наверное, сейчас эту тему закончим, потом то, что вот какие еще параллели есть между Башаром Асадом, вообще сирийской ситуации с нашим регионом. Может, потом, после, я сейчас послушаю Руслана Кутаева, потом продолжим тему, наверное. Спасибо. Мгм. Ну, действительно, конечно, Израиль ведет себя мерзко. Нетаньяху, он понимает, вот понимаешь, это равносильно тому, что человека связали по ногам, по рукам, он лежит, и вот ты подходишь и бьешь его, переворачиваешь как угодно, пинаешь его, ты точно знаешь, что он не ответит. Вот в таком положении находится сейчас Сирия, вот эти сирийские ополченцы, сирийские новые власти, и они ничего не могут сделать, не могут, потому что они должны выдержать эту паузу. Они должны, и вот здесь два партнера, Турция и Катар. Катар в основном, ну, так скажем, финансовый спонсор, потому что у Катара есть очень серьезные проекты на Сирию. Если вот этот газопровод, о котором давно говорится, будет проведен через Катар, будет проведен через Турцию на Европу, это, во-первых, облегченно вздохнет Европа, цены на эти энергоносители реально резко снизятся. Это хороший проект. Но вот здесь Турция, я надеюсь, она в принципе и делает вот эти все возможные инициативы для того, чтобы успокоить Израиль, для того, чтобы Израиль перестал злоупотреблять положением. Именно положением сейчас вот ситуация такая. Не может вот это новые власти, ихние силы, да, это ограниченные, у них нет ПРО, у них нет ПВО, у них нет там и других там новейших технологий, но при всем этом, какие бы технологии не применялись бы, авиация, ракеты, в конце концов, территория фиксируется появлением людей на этой территории. Израиль знает в Палестине, в Газе, что они могут снести и сносить города, но когда появляется человеческий фактор, там они далеко не то, что хотели бы, получают. А здесь, в Сирии, ну, значительно лучше, чем в Газе. И поэтому это понимание тоже есть. И я тоже надеюсь, я поддерживаю Мухаддина, что в Израиле, в конце концов, должны вести себя как порядочные люди и как порядочные соседи, и для того, чтобы не провоцировать, для того, чтобы не пинать вот эту молодую власть, которая сейчас, возможно, будет нарождаться в Сирии. И здесь я хотел бы отметить вот что. Мухаддин говорил по поводу подготовленной операции. Да, действительно, там, где были ожесточенные столкновения, а такие тоже были, вот эти постсоветского пространства люди участвовали непосредственно с этими шиитами. Там узбеки принимали участие в боях против русских. Там какие-то бои были и против них, и они, кстати, раздербанили, и это были узбеки. То есть вот эти постсоветские русскоговорящие муджаhiды, которые там были, они как раз, и Мухаддин, ты очень правильно это сказал, они как раз и в боях в тяжелых, где надо было проливать кровь, они участвовали, но когда надо было войти в город, в городах, первые на мотоциклах, на велосипедах, на чем угодно, появлялись именно те люди, которые проживали в этих городах, их узнавали, они приходили. Это тоже было. Я хочу что сказать. Турция выстроила два грандиозных проекта
боевого поведения. И это в Карабахе, когда Азербайджан, это был план турецкого генштаба, и вот здесь тоже. Я говорил с участниками вот этого похода, они, знаешь, говорили, они тысячами ложили людей в предыдущей войне за тот же город, там, Холм или там тысячи людей. Сейчас они просто говорят, мы убегаем, мы говорят, бежали за победой. Мы за победой бежали. Победа впереди нас шла, и мы побеждали. И мы, мусульмане, мы знаем, альхамдулилля, все в руках Господа миров. Но и это тоже, Мухаддин, я поддерживаю эту твою идею о том, что это была правильно выстроенная. Нигде, ни в одном городе не произошел ни один конфликт, связанный с армией освобождения и местным населением. Их приветствовали, они понимали друг друга, и потом уже вторая, третья волна наступающих подходили, но в это время уже настроения были такие, какие они должны были и быть. Это тоже для нас урок, это тоже, вот мы учимся, вот такое учебное пособие нам устроили в Сирии. Это действительно один к одному из Центральной Азии и на Кавказе сценарий повторится такой же. Ну, в Центральной Азии тоже ведь эти народы, они переплелись. Очень много таджиков проживает в Узбекистане, очень много узбеков в Таджикистане, там киргизов и так далее. И вот это, когда смешанные народы есть, здесь мы должны прежде всего всегда исходить из того, чтобы вот в этом победном марше наши враги не использовали межнациональные какие-то конфликты, они не подбрасывали бы какие-то, а у них есть провокаторы, и в среде наших друзей тоже они наверняка есть. Поэтому я думаю, пока мы их ни в чем упрекнуть не можем, самое главное, я обратно буду к этому каждый раз возвращаться, пусть это не мешает, что я повторяюсь. Самое важное было то, что они заявили, какая у них программа, они декларировали, что они хотят. И с этого началась их вот эта победная песня. Это очень важно, сейчас надо укрепить это и закрепиться. И экономика, конечно, экономика, без экономики людей надо накормить, города надо отстраивать, надо сейчас улицы, канализации, сады, которые, кстати, уничтожены. Я вон смотрел ролик, там санатории, там побережье моря, и там вошли, это полностью вся эта земля частная семьи Асада, и эти люди говорят, здесь у нас была оливковая роща, и все сирийцы могли сюда приходить и здесь купаться, быть на берегу моря, и это тоже освободят. Они много чего освободят. И здесь нужно терпение, понимание и поддержка. Будем надеяться, что это все у сирийского народа будет очень много. Иншаллах, Руслан, иншаллах, пусть все твои и наши пожелания сбудутся, потому что действительно многострадальный сирийский народ, многострадальный, мы все с болью в сердце за этим наблюдали. Мухиддин Аке, вы хотели продолжить относительно вот параллелей с нашими диктатурами. Насколько вообще, вот я, если позволишь, вот еще один маленький такой add questions, как говорится. Насколько это психологически сейчас этих диктаторов пошатнуло? Вот насколько у них здесь начало свербить после того, как их дружок, фактически их дружок, бежал. Я тут вот, мы даже, по-моему, выставляли у нас на ресурсах фотографию Януковича с Асадом. Они встречались, действительно, братались, и вот сейчас они оказываются вместе, будут салат есть какой-то там зимний или что-нибудь там едят на Новый год. Вот вопрос относительно соответствия с нашими диктатурами и насколько это психологически сейчас их расстроило. Знаешь, Руслан, я думаю, что все диктаторы, они не только сотрудничают, они друг друга чувствуют, поддерживают морально,
и по-всякому. Когда один из них падает, то это уже психологически, конечно, влияет на другого, на второго. Но у каждого свой степень близости, например, к Башару Асаду. Мгм. Почему таджикская власть сейчас чувствует себя, ну, психологически они сейчас под сильным давлением. Я буквально сегодня в интервью одному другому русскоязычному каналу сказал, что почему следующий год, 2025 год, будет сложнее, Мгм. чем нынешний год для таджикских властей. Это не учитывая вот последние события в Сирии, но даже вот экономическая ситуация в России, где основная масса таджикских мигрантов находится в России. И сейчас уже рубль падает, и санкции, они, российская экономика, она выдержала вот 3 года почти, и сейчас уже дают о себе знать результаты этих санкций. И это повлияет на внутреннюю ситуацию Таджикистана, потому что мигранты будут отправлять меньше денег, и экономика и так ухудшается в стране. И тем более уже подуспел также на фоне ухудшения экономической ситуации еще сирийские события, а это еще влияет психологически не только на таджикское общество, что вот можно же вот свалить диктатора, который Мгм. очень похож на Рахмона, но это влияет также на психологическое состояние самой власти, прежде всего самого Рахмона и семьи. Почему именно семьи? Потому что очень много схожих факторов, схожих моментов между семьей Асада вообще, Хафиза Асада, Башара Асада, семьи и семьи Эмомали Рахмона. Ведь Башар Асад получил власть по наследству от отца, и специально для того, чтобы он смог стать президентом, провели там, по-моему, там не референдум, а через парламент. У них по закону, по конституции, 40 конституционную лет. реформу можно провести через парламент, в отличие от Таджикистана, где это должно быть через референдум. Но это не важно, это не меняет суть. Мгм. Главное, чтобы они подогнали конституцию, действующую конституцию под Башаром Асадом, поменяли ту норму, которая, по-моему, у них тоже раньше был то ли 35, то ли 40 40 лет лет, было? да, возрастной ценз. А тогда Башару было 34 года, по-моему. Да. И они поменяли конституцию таким образом, чтобы он мог стать президентом в случае смерти отца. И у нас как раз в Таджикистане тоже у нас возрастной ценз был 40 лет. И Мгм. специально для сына Эмомали Рахмона, для Рустама, поменяли конституцию и подгоняли это под его возраст. И если он получит, скажем, трон по наследству, он превращается в Таджикистане как второй Башар Асад. И опыт семьи Асадов показывает, что это не спасение. Более того, он, в отличие от Башара Асада, который получил в наследство не только власть, но и довольно неплохую экономику, ну, по стандартам арабских государств. Неплохое государство, Сирия тогда и сейчас, по-моему, образование Сирии считается одним из самых прогрессивных в арабском мире. Экономика была намного лучше, чем в соседних государствах и так далее. И Башар Асад, тем не менее, получил должность и вроде бы вполне развивающую страну, он довел его до такого состояния. А вы представьте себе, что Рустам Эмомали, сын Эмомали Рахмона, получает не только власть, но и те проблемы, которые переходят к нему от отца. Безработица, самая слабая экономика в регионе, самая слабая армия. Даже мы, имея на 3 миллиона больше населения, чем Киргизстан, у нас госбюджет на 2 миллиарда долларов меньше в год. То есть госбюджет Киргизии в 2 раза больше, чем госбюджет Таджикистана. При этом, что мы имеем на 3 миллиона населения больше. У нас самая слабая армия,
и самое большое количество мигрантов за рубежом. То есть я считаю, что у Рахмона, у семьи есть все причины волноваться, чувствовать эту тревогу. И поэтому я боюсь, что даже сейчас говорят, что Рустам по сравнению со своим отцом, он, поскольку он представляет новое поколение, он может провести реформы. То есть группа людей, которые стараются создавать для него имидж положительного молодого лидера. Но я боюсь, что это не так, потому что Башар Асад в первые годы тоже показал себе, подавал очень много надежд, что он закончил там, учился в Лондоне, и имея опыт проживания в Европе, он ждали от него реформ и каких-то демократических изменений. Но как только он почувствовал, что сирийское общество, развитое демократическое общество может в какой-то день через выборы менять власть, он из этого начинающего реформатора превратился в такого же диктатора, как его отец, как все остальные лидеры арабского мира. Поэтому, учитывая вот этот опыт, я думаю, что Рустам Эмомали, даже он не попытается провести какие-то реформы, он будет повторять то, что делает сейчас его отец, а может быть даже и хуже. Почему? Потому что Рахмон все-таки, у него есть какая-то харизма, у него есть опыт, и он чувствует себя, на самом деле он чувствует себя то ли безальтернативным, то есть хозяином страны, а такого ощущения у сына нет. Когда человек слаб, у него комплекс неполноценности, а пока, к сожалению или к счастью, он это показывает, я имею в виду сына, то он становится намного опаснее, жестче, он уничтожает всех конкурентов для того, чтобы на фоне, потому что он понимает, что на фоне более сильного конкурента он выглядит беспомощным. Поэтому имея очень много схожеств, похожих факторов и так далее, я думаю, что ситуация в Таджикистане, она будет в следующем году с учетом экономической ситуации в России и с учетом того, что таджикское общество находится сейчас под воодушевлением от того, что происходит в Сирии, у Рахмона следующий год, наверное, будет один из самых сложных годов. Поэтому то, что мы с тобой, Руслан, на одном нашем совместном эфире обсуждали, будет ли Рахмон передавать власть сыну в этом году или в ближайшее время, я еще раз повторяю, что просто он обречен быть до конца жизни и оставаться президентом, потому что он передает не только власть, но и эту сложную ситуацию, а он понимает, что его сын просто с этими вызовами не справится. Не удержит, не Да, удержит. не удержит просто. Да, вы правильно сказали, Мухиддин Аке, когда Башар пришел, там даже он период назывался «Сирийская весна». То есть там буквально 6 месяцев, он реформы, потом он испугался, когда 2001 год случился, Ирак, потом, значит, в Афганистан, в Ирак пошли, и он испугался, что вот эта вот волна его снесет, и он начал закручивать. Руслан, собственно, вот этот вопрос касается и того, что происходит в России. Потому что Путин, понятно, один из главных диктаторов, который всех вот этих вот диктаторов мелких держит, как манипулирует ими, как марионетками. Но мы видим, что то же самое. Говорят, режим крепкий, но путч Пригожина продемонстрировал, что король голый, что опираться ему не на что война в Украине бесславно для него может завершиться, что диктаторы, которых он поддерживал от Асада до прочих, они не имеют никаких резервов для того, чтобы даже удержаться на штыках. Можем ли мы сказать, что тем самым
Вот «Весна народов», которая была там в Европе в середине 19 века и которую, кстати говоря, задушила именно Российская империя, Николай I, может, наконец, вот возвратиться на наши земли, на наши территории и с благословенным и сирийским народом, и таджикским братским народом мы сможем обрести свободу. Вот смотрите, что интересно, и сирийский, и таджикский, и российский, и кавказский, все, о чем мы говорим, вот эти режимы, они все связаны с Россией, с русским миром, с Путиным и им установленными связями вот именно вот такого диктаторского плана. К слову сказать, Башар Асад, он стервозным стал из-за влияния жены Асмы, которая действительно до сумасшествия была жестокой, и она, собственно говоря, так, к сведению, она фактически управление подтащила своих родственников больше, чем близких родственников самого Асада, и вот эти все тяжелейшие преступления исключительно по ее инициативе. Как правило, слабые люди нуждаются, и они попадают в чьи-то руки. Дядя, двоюродный брат, любовница, любовник или кто угодно. В случае с Асадом это была стервоза, была его жена. Теперь у каждого режима в своих управлениях наверняка тоже есть линии поведения. Здесь давайте возьмем того же туркменского. Он же ведь не зря, пока он относительно здоровый, будучи председателем парламента, Гурганбели, и я его, если я его правильно называю, Курбангулы. Гурбан, да, я и говорю, да, хотел сказать, да. Своему сыну, президенту, и он пытается его взрастить, и чтобы он понимал вот эти внутренние трудности прежде всего. Вот эту роскошь, что есть положительное, оно есть. А прежде всего они должны обращать внимание на трудности. И здесь Мухаддин ведь правильно говорит, в Таджикистане наряду с кажущейся вот такой, с кажущимся благополучием, там больше все-таки проблем. Там больше проблем, потому что огромное количество людей, большая часть находится в Афганистане, если я цифрами владею правильно, 3-4 миллиона в сторону Афганистана ушли. Столько же, если не больше, ушли где-то в России до 5 миллионов. Если я ошибаюсь, где-то, Мухаддин, поправишь меня. То есть исход населения огромное. И вот эти проживающие в самом Таджикистане фактически были бы обречены, если бы не была бы поддержка прежде всего с Россией. И вот режим Путина. Режим Путина, который запустил свои шупальцы во все эти регионы, во все эти вассальные государства. Я не говорю внутри России, я говорю даже вот там, и за Кавказе, на Южном Кавказе и Центральной Азии. Поэтому я думаю, и 25-й год тоже Мухаддин правильно называет, потому что ситуация в России резко меняется, экономика, она уже находится на грани полного коллапса, рубль дешевеет, цены на все виды, прежде всего продуктов питания, они просто выросли, космически вырастут. Такая игра в России, как мы помним, даже в советские времена, какие-то новые явления появляются после Нового года. Вот так у них заведено. Вот уверяю вас, вот Новый год пройдет, после этих праздничных дней мы вдруг увидим, что в России появились новые цены на все. И здесь это отразится и на центральноазиатские государства, и прежде всего на Таджикистан, и это отразится и внутри самой России. И поэтому точно так же, как с такими большими ожиданиями событий в Украине мы смотрели
кто будет президентом в Соединенных Штатах Америки, какие будут там приняты решения, вот такие же ожидания для освобождения Центральной Азии, собственно, самой России и Южного Кавказа. Мы смотрим, что произойдет там в России. Рухнут там режим Путина или нет. И в конце концов, вот эти носители фашистской идеологии русского мира, отторгнут их, и в конце концов, не пора ли их пустить по миру, чтобы они прекратили давлеть над окружающими народами, принося к ним проблемы, угрожая им и шантажируя этих людей. Вот когда вот эта центральная боль, центральная проблема, вот это центральное место, откуда исходит зло, если не будет существовать, вот тогда таджикский народ быстро разберется со своим тираном. Точно так же северокавказские народы у себя в регионах быстро разберутся, потому что это не лучшая часть ими управляет. Внутри самого народа-то они понимают, внутри самого народа, даже когда они находятся под жесточайшим прессом давления собственных сил у этих тиранов, никогда не хватит для того, чтобы держать себя на троне. Если бы не была бы поддержка России и преступного мира, и преступной российской идеологии. Это они их поддерживают. Это Россия является носителем той силы, злой силы, беспощадно плохой, скажем, силы, которая и держит вот эти все окружающие Россию и в самом российском государстве народы в таком состоянии. Я думаю, все это связано. Все это связано, и наши ожидания, и здесь я должен, уважаемые зрители, как бы мы ни говорили, мы всегда будем возвращаться к какому-то проекту. Наш проект, который мы говорим, рассказываем, это народы, Союз народов за освобождение. Вот эти все три участника, и Мухаддин Кабири, и Руслан Айсин, и я, мы являемся членами, учредителями вот этого союза. И этот союз мы образовали с пониманием, что все мы должны свои усилия объединить и направить действительно на освобождение. И мы мыслим категориями, вот выстраиваем свои отношения именно для того, чтобы высвободить из плена, высвободить из заложников народы, чтобы они пошли, каждый народ, самостоятельно по своему пути, свой язык, свою культуру. И нам делить нечего. Вот мы 3 человека сидим, чеченец, таджик, татарин, и нам делить нечего. Мы всегда будем приходить друг к другу в гости с удовольствием, там, и уважаем. Вот мир наступит хороший. Пожалуй, первое, что я сделаю, когда освобожусь от этих обязательств по освобождению чеченского и кавказских народов, поеду в гости в Таджикистан, не обязательно к Мухаддину, он там будет государством заниматься. Просто поеду, покатаюсь, посмотрю, и Айси, не улыбайся, и тебя захвачу с собой. Поэтому к чему я это все говорю? Здесь не просто мы так теоретически размышляем какие-то, давая экспертные оценки. Здесь вот как раз в этом случае это люди, которые практически занимаются политическими какими-то общественными программами, проектами для того, чтобы реализовать вот то, о чем мы думаем. Вот в этом и есть наше преимущество, ну, скажем так, от классических экспертов и политологов. Поэтому, да, мы знаем, где зло, мы знаем, как с этим злом бороться, и мы пытаемся сделать все для того, чтобы все наши усилия объединить и победить. И чтобы победа пришла домой и в Дагестан, и в Узбекистан, Таджикистан, адыгским народам, и всем, и Грузии. Сейчас мы болеем, переживаем за грузинский народ. Мы болеем, чтобы они, в конце концов, выдворили
вот эту московскую мафию из своего управления, и великий, без преувеличений, великий народ Грузии зажил бы в свете того, что они исторически столетиями накопили в своей грузинской жизни. А это нас устраивает, потому что мы не только соседи, мы братские народы. Спасибо большое, Руслан. Опять, Амин, на все твои слова. Ты очень верно подчеркнул, что мы занимаемся не только экспертной оценкой. Ну, вот наш уважаемый Аксакал уж точно занимается большой политикой давно. И поэтому я думаю, что стоит всем нашим людям ориентироваться на все, что они говорят. Я бы хотел, чтобы Мухиддин Аке дал несколько наставлений, просят наши уважаемые таджики, вот в этих условиях, что нам делать, какие-то вот простые, может быть, советы, как в этих условиях нам действовать. Руслан Кутаев, спасибо за добрые слова. Мы всегда рады видеть тебя среди таджиков в Таджикистане. Ты сам знаешь, что вот в Варшаве видел, как таджики тебя уважают, любят, слушают все твои эфиры. Но Руслан Айсин, он усиленно занимается таджикским языком, изучает, так что тебе чтобы быть послом. Да, выучить несколько слов. Я помню, ты отправил мне вот музыку, песню Ахмада Захира, и прекрасная там песня. Так что тебе придется немножко позаниматься таджикским языком. Но я тебе и гугуш пришлю. Хорошо. И что касается цифр, ты не ошибаешься, если, когда говоришь, что несколько миллионов таджиков мигрировали в Афганистан, учитывая то поколение, которое после большевистской революции, многие семьями уехали, этот процесс продолжался несколько десяток лет, поэтому сейчас, да, хотя в Афганистане и так там всегда жили таджики, около 10 миллионов, а может быть даже больше, но несколько миллионов из них это мигранты, которые в течение вот последних 100 лет покидали Таджикистан, так что ты не ошибаешься. Что касается мигрантов в России, количество, там по разным цифрам от 1,5 до 2,5 миллионов с учетом тех, которые уже получили гражданство. Руслан, да, вот что я могу сказать нашим таджикам, вообще всем оппозиционерам, надо набраться терпению. Вот что не хватает многим нашим ребятам, они все время, когда в моих эфирах везде пишут, что вот если там где-то какие-то успехи, например, у сирийских братьев, там даже когда вот кто-то в нашем регионе, какая-то революция, победа, тут же они спрашивают меня, почему вот все народы, они добиваются успеха, а почему не мы, почему, когда мы, вот давайте начнем. Я всегда отвечаю, что, братья, надо набраться терпению, и вот опять опыт сирийских братьев показывает, что они, находясь вот 13 лет, они боролись, их загнали в угол какой-то. Они же в начале революции контролировали большую часть Сирии. Постепенно они потеряли все, включая даже Халаб, Алеппо, и их загнали в угол маленький регион под названием Идлиб. Но они там терпели, они там построили свою администрацию, конечно, не без поддержки Турции и других государств, которые не позволяли Асаду, России и так далее их штурмовать. И вот они после вот долгих лет, используя удачный момент, они учитывали все факторы, все риски и как бы планировали эту операцию, очень удачную операцию. Поэтому мое это не наставление, потому что многие, которые нас слушают, они сами устали, они сами мастера. Но это просто мое напоминание, что нам тоже надо набраться терпению. Но что значит терпение? Это не значит откладывать, все ждать этого момента. Нет, надо работать, надо готовиться, надо быть готовым на всякие случаи. Мы же не знаем, надо что... приближать это время. Извини, пожалуйста. Это время надо приближать. Надо вам тоже приближать это время своей работой. Естественно, обязательно нам надо приближать, помочь, чтобы этот день наступил как можно
поскорее, но иногда не все от нас зависит. Есть международные факторы, международная ситуация. И мы даже иногда мы готовимся, например, прогнозируем, что может быть через 3-5 лет что-то у нас случится, а это может случиться через полгода. Поэтому надо быть всегда готовыми к тому, чтобы взять на себя ответственность. Поэтому ни в коем случае не надо форсировать события, но и не стоит ждать, это все оставить на долгий ящик. Всегда надо быть готовыми. А наша оппозиция, вот Национальный альянс Таджикистана, включая все партии и движения, которые входят в него, мы не только вот наблюдаем, анализируем, нет, мы готовимся, мы выстраиваем контакты, мы готовим разные планы для разных сценариев, для разных случаев. Так что я очень надеюсь, что вот все эти наши анализы, разговоры, они, когда наступит тот день, они будут как бы нам помочь. Иншаллах, ну, тем более у ИПВ, Исламской партии Возрождения, я имею в виду, и у Руслана Кутаева богатейший опыт политической борьбы, и в том числе военной. Поэтому эти люди, дорогие друзья, знают, о чем говорят. И у татар есть хорошая поговорка на этот счет. Она звучит так: «Ашву шайтанан» – спешка от шайтана. То есть нельзя торопить то, что как бы у чего свое место, да, что Всевышний как бы вот как распорядится. Руслан, это поговорка, думаю, что есть на всех языках, особенно в мусульманских странах. Оно исходит как бы, берет начало в хадисе, так что это уже принцип действий. Принцип действий, все верно, так что мы должны вырабатывать свою политику, свои принципы, свои нарративы, свою методологию, свою риторику, о чем мы и пытаемся делать. И альхамдулиллах, что есть люди хорошие, понимающие, как мы видим, и люди, которые с нами общаются, обсуждают, это уже люди совсем другие, подготовленные уже как бы. Не те, что были раньше, они политически очень осведомленные и подкованные. Но мы будем наблюдать, мы будем работать, и вот в рамках того союза, который Руслан говорил, там у нас тоже большие планы, так что мы, дорогие друзья, с вами на связи, будьте вы тоже с вами на связи, и, иншаллах, победа обязательно будет. Спасибо вам, уважаемые аксакалы, до новых встреч, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Всем благ, всего хорошего и до победы.